Удачные кейсы. Я вам только скажу про Рогун. Это вот единственный самый крутой такой краудфандинг-процесс, который в страновой он получился. Люди вкладывались в Рогун. Это краудфандинг. И люди просто грантоежками становились. Это плохо на самом деле. Люди должны всегда монетизацию в голове держать, потому что грант сегодня есть, завтра просто международная организация меняет фокус, и ты теряешь этот грант. Есть такое. А вообще тенденция по всему миру: 42% стартапов умирают только потому, что рынок не изучен. У моего сына тоже такая же. Вот у него не сильная сторона стихи читать. Ну, не может ребенок. Двойки лепят только так. Но я для себя уже определила, что его сильная сторона – это точные науки. Я преподавателю говорю: ну, ставьте вы свои вот эти двоечки ему. У наших чиновников есть. Заходит с ноги МВДшник, говорит: ман, МВДшник, ну и что, а как? Какими судьбами к нам? Пожарная охрана, ё-моё, ну хорошо, ну ты нормально поговори. Например, такое тоже бывает. У предпринимателя такое тоже факторы есть, но у чиновников им надо, наверное, тоже все-таки свои компетенции один раз пересмотреть и посмотреть все-таки, в чем их задача. Всем привет! Подкаст «Академия» студии «Трех медведей» представляет цикл передач «История мировой экономики». Мы говорим об экономических успехах и неудачах стран и народов. Мы пытаемся найти ответы на вопрос, почему некоторые государства достигли экономического процветания, а другие до сих пор не могут выбраться из ловушки бедности. А также узнаем, насколько применима для Таджикистана может быть история успеха более развитых стран. Подкаст подготовлен при содействии фонда Фридриха Наумана и Института открытого общества «Фонд содействия в Таджикистане». Некоторые крупнейшие мировые компании начали свой путь в бизнесе как стартап-проекты. Их создатели, подобно Цукербергу или Маску, стали кумирами миллионов. Однако в большинстве случаев бизнес, банки и организации, которые располагают средствами для инвестирования, не воспринимают стартапы серьезно и считают такие продукты веянием моды, которая скоро пройдет. О стартапах, ее экосистеме и культуре мы поговорим сегодня с нашим постоянным соведущим, директором Центра свободного рынка Таджикистана, нашим другом и коллегом Азизом Тимуровым. Привет. И нашим экспертом, руководителем отдела разработки Илмхуна и Бихайв, правильно? Да. Зайтуной Сайдулаевой. Здравствуйте. Привет, Зайтуна. Здрасте. У меня сразу такой вопрос. Давайте сразу определим. Чем отличается стартап от малого бизнеса? Здесь, конечно, очень такой часто путают, к сожалению, эти термины. Стартап и малый и средний бизнес, оно отличается в основном динамикой роста. То есть, да, невозможно, как бы иногда сравнивают, это чуть-чуть обидно на самом деле, но стартапы, они очень непредсказуемые, очень динамичные. На самом деле, даже иногда рисовать какой-то бюджет, да, финансовый очень невозможно, потому что постоянно меняются какие-то цифры, и стартап должен адаптироваться под изменяющуюся среду, факторы и так далее. Все-таки предпринимательство, среднее особенно, оно это все-таки что-то наподобие, я на примере расскажу, это что-то наподобие открыть пекарню, где вы понимаете, что на самом деле там открыть аккаунт в Амазоне, вы понимаете на самом деле, как вы будете зарабатывать, как эта форма выглядит, уже оно протоптана дорожка. То есть, да, стартап это все-таки инновационный подход к какому-либо решению или существующим каким-то бизнесом, да, оптимизация процесса, я не знаю, который вот ты не уверен, что на самом деле люди верят, ну, то есть они тестируют разные модели, тестируют процесс, тестируют, как выходить, как зарабатывать, то есть это динамика. Даже как по словам директора Y Combinator, он таки говорит, что это все-таки рост. Стартап может взлететь там, прям за неделю. То есть это на самом деле это и отличает стартап от предпринимательства. То есть, по сути, стартап – это некий креатив, потому что задача креатива – находить оптимальное решение, правильно? Творческий подход. Инновационное решение через IT, то есть призму IT. Но, по сути, вообще все предприниматели, в частности нашей страны, это довольно консервативные люди, которые к творчеству относятся так пренебрежительно, соответственно, к стартапам тоже. Как в этой среде находить деньги, инвесторов? Ну, знаете, это не сколько в Таджикистане, это вообще в центральноазиатских странах, в странах СНГ до сих пор это существует. На самом деле тенденция... Я скажу вам, в Туркменистане, например, это очень сложно что-то делать, вообще открывать бизнес, там это кошмар, например. Например, в Таджикистане, там, я не знаю, в Кыргызстане, Казахстане экосистема намного лучше, и уже люди потихонечку начинают трансформировать свое мышление. То есть это мышление, это очень важно. Почему? Потому что так считают в основном традиционные бизнес-люди, которые занимаются купи-продай.
Ну и то, я вот сегодня делилась мыслью с Азизом о том, что все-таки «Черная лебедь» сделала свое дело, ковид как бы ни было, он все-таки повлиял на людей и на мышление тех же, скажем так, традиционных предпринимателей, для того, чтобы рассмотреть все-таки IT, рассмотреть IT-решения и как один из механизмов улучшения качества или сервисов, или способов заработка. То есть это время необходимо для того, чтобы всецело, это будет всегда. Даже в Казахстане эта тенденция существует, что большие компании не верят в стартапы, потому что нужно признать, что иногда стартапы проваливаются, не иногда, частенько. Поэтому там факторов очень много, почему это происходит. На самом деле есть такая тенденция, она уже меняется, уже потихонечку, и есть венчуристы, есть люди, которые в это верят, есть целая куча акселераторов и хабов и так далее, которые уже помогают людям понимать, что это. Я прошу прощения, то, что засмеялся, потому что вы привели в пример Туркменистан как родину стартапа. Да? Я понял одну вещь, что там очень крутой стартапер, и он один. И мы засмеялись, я еле сдержалась, я вспомнила его последние новогодние танцы, я просто... Лалте, sorry. Ну да. Но мы это не вырежем, мы оставим. У вас же нет дел в Туркменистане? Нет, пока вот видите. нет. Хорошо, вернемся к подкасту. Я задам вопрос, Давай. прошу прощения, Искандар. Просто, чтобы сделать этот сам стартап и бизнес, малый бизнес отличается тем, что, например, если я хочу открыть и продавать булочки, я не буду стартапером. Если вы только не сделаете... Если, за исключением, если я туда добавлю элемент IT. В этом не сколько случае... IT, а сколько инновация. Инновация как будет? Как вы, например, делаете закваску? Я придумаю новую закваску. Технологическое решение, которое поможет, например, храниться вашим булочкам 20 дней. Да. Например, учитывая то, что сейчас, например, грядет голод, и есть такие, говорят, что в 2050 году, например, будут такие тенденции, что люди будут чувствовать эту нехватку еды. Например, сделать, например, муку из всяких насекомых. Инновация. Инновации, чем вам не инновации? То есть имеется в виду, что вы технологическое решение какое-то приносите. Не сколько, IT это один из важных компонентов все-таки в стартапах. Понятно. Но может быть и без IT. И это тоже может стартапом быть. Улучшение процесса? Почему нет? Отлично. Да. Я даже могу сказать, что может быть ухудшение процесса. Например, тот же самый Герман Стерлингов. Помнишь, да, такого что-то слышал. Великого деятеля российской политики. Так вот, он ушел из политики, то есть это очень радикальный человек, абсолютно нетолерантный. Он открыл пекарню, и где делает хлеб на дровяной печи, квас, то есть все, он ушел чисто, говорит, вот как должно быть в натуральном виде. У него дико все дорого стоит, но люди покупают. Эко. Видите, это крафтовый ремесленный хлеб. Да. Здесь уже сколько инноваций в сфере маркетинга, подходов и подачи. То есть, да, эта культура трансформируется очень много. Люди, то, что было забыто, когда-то приводят и в новом улучшенном виде. И это работает. Нет? Тоже это же работает. Вопросов нет абсолютно. Вот, например, мне тоже очень нравится, я не знаю этих людей, кто это сделал, да, но вот это вот в магазинах есть такие батончики, тутовник прессованный. Шелковица? Да. Абсолютно креативная вещь, очень вкусная, и суть в том, что на Памире на самом деле его очень много, и проблема в том, что его мало покупают. Просто упаковали, правильно преподнесли, и еще, по-моему, на экспорт работает. На экспорт. В основном на экспорт. Это круто. Но я не считаю, что это удачная бизнес-модель на внутреннем рынке, по крайней мере. Потому что это дорого. Внутренний рынок не очень это воспринимает. Да. Недорого. На внешку ориентировано, то есть вы его на вывод на внешку может очень быть. Хорошо. Ясно. То есть, иногда бывают проекты, которые ты абсолютно внутри не продашь. Это scalable projects, да, то есть проекты, которые расширяемые. Это не для... Зайтун, а есть ли в Таджикистане зачатки венчурного инвестирования? Наверное, нужно пояснить для наших зрителей, что такое венчурное инвестирование. Да, венчурное инвестирование – это люди, это индивидуумы, это организации, это, скажем так, финансовые институты, которые вкладываются в, скажем так, начинающие бизнесы, стартапы. То есть, высокорискованный бизнес. Да, высокорискованный на самом деле. И в Таджикистане на самом деле он есть. В центральноазиатских странах, естественно, в Казахстане это очень сильно, очень круто развито. В Таджикистане у нас есть акселератор Accelerate Prosperity, есть PIC, у которых на самом деле есть венчурные фонды, которые поддерживают вот этот вот процесс, и они вкладываются в стартапы. Но по опыту пока могу сказать, что здесь в основном вкладываются в
тот бизнес, который больше, ну, то есть аналитики считают, и они понимают, что выход будет, выхлоп есть, то есть им нужно просто вложиться, улучшить и донести. То есть пока вот такого менее рискованно. В любом случае, более такой щадящий, то ли мягкий способ вложения получается. Но на самом деле в реальном мире венчурные, капиталисты, венчурные фонды, они очень сильно, теряют на самом деле, но он берет очень много рисков. Например, я вот рассказывала как раз о том, что венчурный капитал, например, надо добавить $100 миллионов у него есть в капитале, например, и он знает, что за 10 лет ему нужно будет взрастить его в 2-3 раза, например, да, и он первую половину, треть, например, своей суммы, он начинает на расширение работать, на какие-то мероприятия и так далее, чтобы вовлекать людей, на вторую половину начинает вкладываться, например, в 30 бизнесов вложится, из них 10 взлетят. И он понимает эти риски. И в Таджикистане, естественно, это пока еще не так сильно развито, поэтому экосистема стартапа не так уж поддержана. Ну, и вот через акселераторы, через вот эти инкубаторы есть, но не в таком масштабе, не в таком объеме, как хотелось бы. Но у нас зато кредиты очень хорошо развиты, что не есть хорошо для стартапа вообще. То есть, стартап никогда не должен идти на кредит. Они в основном в классической форме идут по своим средствам, то есть это Triple F система, то есть это семья, друзья и, fools, дураки, люди, которые вкладываются в эти... Поверят в твой бизнес. На самом деле это не дураки, это люди, которые верят с тобой и понимают, то есть смогут... Энтузиасты. Да, энтузиасты. Я дословно его перевела, на самом деле, но венчуристы потихоньку заходят. У нас есть, например, я как раз Азизу тоже рассказывала, есть ходжи, например, люди, которые могут стать, например, бизнес-ангелами. Они потихоньку, кстати, вот тенденция есть такая, что они начали потихоньку вкладываться в IT-сферу, в стартапы, своих детей сначала. Это тоже круто, потому что верить своему ребенку, например, я в свою молодость, когда говорю, мама, вот у меня вот такая идея, она всегда на меня смотрит, говорит, бачам, иди работай, а. Вот, то есть у нее в классической форме я должна работать, я не должна, например, стартап, Это вот классическая форма. У нас вообще, по-моему, в Таджикистане классическая форма – это краудфандинг, потому что кого не спросишь, родственники подарили, то есть у всех большие семьи, мы все собираемся и что-то помогаем. Вот опять же из Triple F, Да. Ну, если честно, это, если говорить о краудфандинге, в классическом вариации это не краудфандинг, это вот эта система Triple F, то есть люди сначала проходят, сами пытаются вложиться, они пытаются родителей попросить, знакомых, друзей попросить, это своего рода краудфандинг, но более такой, то есть где ты не выставляешь, настоящий классический краудфандинг, это все-таки предполагает, что ты пишешь проект, снимаешь какие-то ролики, людей надо убедить, что твоя идея, это круто, и ты сможешь его сделать. Для того, чтобы убедить человека, чтобы он вложился в эту идею. Например, в США, в 2014-2015 годах, если не соврать, спутник запустили. Например, даже есть такие опыты. Есть в Таджикистане, например, в основном это хорошо работает эта форма, если ты делаешь социальные значимые проекты. Например, UNDP делал для школы в Арзобе, то есть, например, то есть собирали для солнечных панелей, для того, чтобы свет был в школе, чтобы было тепло и вообще учились, детям было комфортно учиться. То есть краудфандинг работает, но для этого нужно убедить людей, для этого нужно постараться. Но следует ограничить краудфандинг от благотворительности. Это разные вещи. То есть люди доверятся, вкладываются, то есть они надеются на то, что ты все-таки взлетишь и будет... И вернешь деньги им. Частично, если они вкладываются, то есть это от формы зависит, от методов вклада и от структуры как-то. А в нашей стране есть такие удачные кейсы? Это социальные. Удачные кейсы. Я вам только скажу про Рогун. Это вот единственный самый крутой такой краудфандинг процесс, который в страновой он получился. Люди вкладывались в Рогун. Это краудфандинг. Это классический краудфандинг. Да, и ожидают это в виде... Люди, может быть, как-то где-то даже не ожидают, может быть, на самом деле, вот повлиять и помочь сделать страновую политику, это была цель на тот момент очень, чтобы достроить, доделать, и люди вложились на самом деле, и это круто, люди смогли, и государство смогло убедить всех сделать. Говоря про социальное предпринимательство, по сути, ведь это исходит поддержка из организаций,
я имею в виду больше международных организаций, а неправительственных организаций. То есть это, по сути, грантовая основа имеет эти проекты. Да. Как ты смотришь вообще на гранты? Потому что гранты, я считаю, что хотя я сам грантополучатель, и все, что делаю, это делается благодаря грантам, они в бизнесе они могут развращать или могут вообще не дать выхлопа. Ну, если честно... Например, Accelerator Prosperity, прошу прощения, это на гранте ЭКДН. Он сейчас успешно, как именно бизнес-модель? Ну, понимаете, есть стадии развития вообще в стране. Если мы понимаем, что страна только переходит или хотя бы пытается шагать на пути к инновациям, технологиям, здесь экосистемная поддержка, она необходима, нужна со всех сторон. То есть, да, гранты, они раньше, например, проектники, вообще люди, то есть организации, международные организации, которые в проектной зоне работают, они в основном вкладывались во всякие предприятия, чисто для того, чтобы их поддержать. Никогда не требовалась, на самом деле, монетизация процессов, то есть sustainability они не продумывали. И люди просто грантоежками становились. Это плохо на самом деле. Люди должны всегда монетизацию в голове держать, потому что грант сегодня есть, завтра просто международная организация меняет фокус, и ты теряешь этот грант. То есть на самом деле, а такое происходит частенько причем. И сами международные организации, это было круто на самом деле. Ко мне даже выходили международные организации, которые просили помочь, как монетизировать социальные проекты. На что мы с самого начала, даже мы все хакатоны делаем, любые социальные проекты, мы всегда говорим, продумайте модель финансирования. Потому что грант сегодня есть, вас поддержат для того, чтобы дать вам вот этот push-старт. Но завтра вам нужно будет как-то это все формировать. То же самое, что даже я могу на примере Илмхона сказать, да, например, мы берем гранты в Илмхона для того, чтобы курсы преподавать. В нем монетизируемый процесс невозможно сказать. Но мы создали другой бранч, Sister Organization Beehive он называется, который занимается разработками, IT-разработками продуктов, то есть мы для многих стран разрабатываем. Главой которой являюсь я сама, и пытаемся покрыть расходы Илмхона. То есть мы другую модель выбрали. Не из курсов, которые все-таки наша миссия для того, чтобы подготовить население, подготовить кадры, а именно все-таки больше с призм-сервисом мы это смогли монетизировать. То же самое, что все-таки нужно. То есть, грубо говоря, вы преподаватели, которые преподают, но при этом зарабатывают на то, чтобы преподавать. Мы не сколько преподаватели, это все-таки целое направление, это буткемпы, то есть мы всесторонне охватываем студента, мы и обучаем, подготавливаем его, то есть его дипломное есть, то есть они, и плюс мы их трудоустраиваем. Основная задача все-таки трудоустройство, то есть мы все-таки за то, чтобы такое понизить вот этот низкую трудовую миграцию и создать вот этот пул разработчиков, людей высококвалифицированных IT, которые могут сидеть здесь в Таджикистане, не парить и работать со всем миром. То есть это вот цель основная Илмхоны в этом. И как получается монетизировать? Монетизация только через проекты. Я же говорю, потому что население мы еще до сих пор вытягиваем. Пытаемся говорить, hey, это вот круто, твое будущее не в том, что ты пойдешь в стройке, в миграции сидеть, зарабатывать копейки. То есть, да, это твоя цель все-таки в том, чтобы быть возможность, есть у тебя возможность отучиться. Тебе только нужно просто напрячься, сесть, отучиться и попробовать найти работу. И ту работу находим мы сами. То есть, да, мы прям чуть ли не умоляем иногда. Вы просто какие-то бизнес-нянки или питомник? Нет, мы все-таки люди, которые пытаются запустить вот этот процесс, то есть до естественной циркуляции. То есть мы пока поддерживаем. Правильно ли понял, что социальный аспект Илмхоны, организации, где ты сейчас работаешь, это взрастить в течение ближайших, для следующего поколения, ближайшие 5-10 лет, определенный пул молодых ребят, девчат, которые будут достаточно компетентны, например, в IT-сфере, и могут себе или найти работу, или благодаря вам найти работу, либо же на худой конец, ты говорил про миграцию, делать миграцию более высококвалифицированной, не черновую миграцию, а типа вот таких моделей, которые сейчас есть, например, в Украине или в Беларуси. Да. На самом деле Таджикистан очень большой ресурс. То есть он может уехать, ты говорил про human roaming. Я так и не понял, что такое, но все равно человек может работать, ваш ученик, например, в Силиконовой долине или там в России, неважно где, или в Китае. Здесь есть выгода, именно прямая выгода для страны, для Таджикистана? Да. И для... Потому что... Я завершил мысль, потому что говорят, какой-то таджик там в России, там какой-то компании, или в Силиконовой долине, или в Google. Это хорошо для имиджа, но я не вижу в дальнейшем. Что дальше?
Почему? Что дальше для Таджикистана? Смотря на самом деле, как вы это все, не сколько прочитать про таджика, который сидит где-то в Силиконовой долине, на самом деле эти таджики, которые сидят где-то в Силиконовой долине, они на самом деле влияют на молодежь, мотивируют и распространяют вот этот, что у меня получилось, у тебя тоже получится. То есть, понимаете, мы все-таки люди, которые верим в то, что у нас нету никаких ресурсов больших, у нас нету, кроме гидроресурсов и агросектора, у нас очень огромный потенциал в человеческом капитале. То есть развивать человеческий капитал – это самое key, да, для нас вот это ключевое, перспективное направление, которое ты завтра в них вложишься, завтра они будут в страну вкладываться вдвойне. Это по-любому будет, потому что все таджики, все люди, которые уезжают за рубеж, вот это roaming, human roaming, который говорим, люди уезжают, оснащаются какими-то новыми навыками, знаниями, диверсифицируют свои знания, возвращаются и вкладываются в поколение. То же самое уже у нас очень много... Они возвращаются? Кто-то возвращается, кто-то, даже будучи там, помогает таджикам подняться за рубежом, например, да. У нас даже все наши соучредители, кто-то работает в Эриксоне, кто-то работает в венчурной фонде, кто-то работает в Всемирном банке в Вашингтоне, то есть наш руководитель тоже. То есть все наши сотрудники, то есть создатели, соучредители, они все работают за рубежом, но они помогают стране развивать эту сферу. И мы в это верим, и это возможно. То есть они пытаются таджиков там вытягивать, обучить, и чтобы они дальше вкладывали в страну. То есть вы даже все равно будете отправлять деньги родным. Это же происходит. Это естественный процесс. Вы всех не можете так сорвать и уйти. Вы уходите сами, создаете единицу где-то за рубежом, но вкладываете в свою страну. Это происходит. Это естественные процессы в любом случае. Поэтому это возможно, это круто на самом деле. Люди уезжают, оснащаются, возвращают и внедряют этот опыт. И эта диверсификация, это круто, на самом деле. Вот инкубаторы и акселераторы, которые уже несколько лет у нас работают, да, в стране, выдали ли они какой-нибудь жизнеспособный продукт, который вот работает? Жизнеспособных продуктов на самом деле много, но говорить о том, что это единороги или крутые такие, которые зарабатывают очень много, сложно на самом деле. И все-таки не надо еще забывать тот момент, что у нас пока пытаются население автоматизировать свои процессы, свои текущие бизнесы, либо улучшить эти качества сервисов, либо, я не знаю, были, например, проекты, которые... самый такой яркий пример – это Somon TJ, как, скажем так, стартап. На самом деле он акселератором не был поддержан. Он сам собой, он, естественно, сам создал этот сайт, набрал команду, и долгое время этот сайт просто работал, люди размещали свои публикации, то есть свои объявления и так далее и тому подобное. Монетизация произошла буквально 3-4 года назад, например. Но акселераторы, они выдают на самом деле, и это на самом деле хорошо, что они поддерживают, по ниточкам людей тянут. То есть люди потихоньку понимают, что на самом деле это возможно, просто надо потрудиться, написать бизнес-план, потрудиться это все реализовать. Не так, чтобы ты поучаствовал на каком-то хакатоне, выиграл денежки, пока до свидания, увидимся в следующем хакатоне. То есть не вот так. Человек вкладывается, он знает, что у него все получится. Но есть такие проекты, но они не... бомбический IT. То есть, скажем так, у нас был в хакатоне недавно, кстати, региональный, стартап-уикенд региональный совместно с Казахстаном. И на нем участвовал мальчик, у него была дополнительная реальность, маркетинговое такое, скажем так, решение, которое ты через телефон видишь дополнительную рекламу. То есть это крутые решения, и такое есть. И, естественно, его и UNDP поддержал, его поддержала и фонд казахский. Вот я всегда думаю, вот когда ассоциации слышу стартап, какие-то акселераторы, у меня всегда складывается только Душанбе. А в регионах это все работает? Есть ли такие отделения или там нет таких решений? Нет, на самом деле, говоря о Душанбе, вообще Душанбе уже сам по себе очень хорошо развит. Я вот сейчас сравниваю 2015 год, когда мы только стартаперов слушали, у всех такие скудненькие презентажки, какие-то базовые там идеи. И это было, на самом деле, так мы радовались, на самом деле, что есть это все. И лин-методологии пробуют, кто-то там, я не знаю, у всех какие-то смарт хотя бы варианты, что-то делают хотя бы. Но сейчас Душанбе уже развит, он взлетел очень-очень сильно, и
Естественно, регионы сейчас вот UNDP, бизнес-инкубатор открыли в Худжанде, например. Но Худжан сам по себе сильный. Он сильный, да. Он сильный. А вот вот даже Хатлон? в Хатлоне мы, вот, например, проводили в позапрошлом году хакатоны для того, чтобы прощупать. Мы всегда так делаем, когда в регион заходим, мы через ивенты заходим для того, чтобы посмотреть, насколько население вовлечено, как надо работать, какой модель, например, экспансии. Потому что мы сами тоже хотим расширяться. Естественно, мы хотим посмотреть, кто, насколько... То есть даже если курсы программирования говорить, мы должны понимать, насколько люди готовы. То есть, да? И Хатлон на самом деле сейчас уже подтягивается очень сильно. Международные организации перефокусировались с Худжанда на Хатлон. Сейчас в основном вкладываются в Хатлон. То есть очень много всяких хакатонов проходят, поддерживают именно частных предпринимателей, поддерживают очень много агросектора, то есть проектов, связанных с агросектором. Но в любом случае регионам еще нужно развиваться и развиваться. То есть тот массив, который был за столько лет потрачен для города, то же самое необходимо для того, чтобы гармоничное развитие было, все-таки делать это все. Еще есть куда расти, и Душанбе есть куда расти, и регионам есть куда расти на самом деле. А вот на вашем примере вы наверняка сталкивались со многими стартапами. То есть приходит молодой человек, он весь такой заряженный, я изменю мир. Я не то, что найду единорога, я сам единорог. И сколько вот таких таджикских стартаперов умирают, не родившись. То есть в большинстве случаев же как происходит? 95% стартапов – это презентация с гениальной идеей, но когда дело доходит до того, что он взял и сделал, он не знает как. Ну, знаете, на самом деле эта тенденция Или везде просто сначала есть. деньги, потом... Есть такое. А вообще тенденция по всему миру: 42% стартапов умирают только потому, что рынок не изучен. Вот они умирают только потому, что неправильно человек изучил. У нас, например, мы на хакатонах. Почему хакатоны? Я всегда привожу пример, потому что это стартап-уикенд, организатором которого являюсь вот, с 2015 года я сама. И могу сказать, что это больше о взращивании, помочь вообще понять, что такое стартап, как оно работает. То есть здесь не сколько потушить, а сколько вытащить сначала людей. Сначала пряников даем, как говорится, потом кнутами показываем, что на самом деле, что такое стартап в реальности. Поэтому, если говорить об экосистемном развитии, сначала людей надо зажечь. Поэтому такое бывает, поэтому мы учим на стартап-уикендах, что валидация идей – это важно. На самом деле иногда кажется, что это проблема тебя и твоего соседа, а он думает, что он прям проблему всего города решит на самом деле. Такое бывает. Сколько примерно в среднем по статистике приходит, скажем, 100% стартаперов, сколько из них доводит до конца? У нас приходят вообще на хакатон, вот я с примеров хакатонов возьму наших, на хакатонах подают где-то около 300-400 людей. Вот большинство идентичные решения видят во многих направлениях. Особенно COVID вот прям показал, что все хотят прям образовательный процесс автоматизировать. Большинство. Либо доставка, либо marketplace, да, там, например. И ты понимаешь, что из них потом, когда уже отсеиваются, начинаешь разговаривать, некоторые просто от фонаря подали, чем мы тоже рады, что человек просто даже соизволил подать. То есть, да, если это региона касается особенно. И на выходе у нас выходят те, которые вот интенсивно сели, поработали, например, человек там, 30. Поработали, из них ты понимаешь, что 3, то есть воронка все-таки, естественно, она есть. 2-3 человека, ты понимаешь, что он после ивента пойдет делать этот стартап. И на самом деле эта тенденция, она естественная. И делает. Может быть, не мы. Иногда я даже знаю стартаперов, которые не проходили, у них крутые идеи, крутые IT-инновационные проекты, но они не проходят, потому что, например, их не выбирают, потому что думают, что они там где-то в компаниях работают, у них поддержка и так есть, давайте не будем. На самом деле, чуваки такие вещи делают, и ты думаешь, вау, это круто. Но они уходят с хакатона, не вопрос, дальше пошел делать. И он делает его, и это круто на самом деле. И такие есть, и то есть здесь все-таки больше, понимаете, это от человека зависит, от экосистемы. Какой примерно возраст средний? Средние. У современных стартаперов? Иногда сейчас такие подают нас взрослые люди, и это на самом деле интересно. Где-то от 14 и выше.
У нас даже и 14 и выше. То есть там дальше у нас нету никакого барьера. Главное, чтобы 14 хотя бы человек был, чтобы он понимал базовые вещи, например, что такое бизнес-планирование, что такое Canvas, я не знаю, то есть бизнес-модель Canvas, то есть некоторые вещи, чтобы они должны понимать. То есть, поэтому хотя бы 14 и выше. Ну, это бывает 14 лет, но такой ребенок, боже мой, думаешь, где я была в его года и вообще что я делала, например. Такое тоже бывает. Вот смотри, если так много отказов даже на уровне идей, есть повод усомниться, есть повод это все бросить и так далее. То есть нет такое... Люди ломаются прям при первой неудаче, при первом факапе, скажем так. И насколько ты вот оцениваешь культуру, вот, например, амбициозность, предприимчивость, склонность к риску вот, современных молодых ребят, которые хотят заниматься, что-то изменить или просто заработать побольше денег. Видишь ли, что у нас есть какое-то изменение, какой-то поколенческий сдвиг, что люди уже требуют, хотят и во что бы ни стало добиваются этого? Ну, в принципе, на самом деле, говоря о экосистеме, да, развития, вот до этого говорила, на самом деле мы над ним работали очень долго. Всякими хакатонами, мероприятиями, Study Jam от Гугла, например, делали всякие разные мероприятия, которые помогают людям выходить на уровень. Мы даже, я помню, проводила во всех 14 школах проект Project Mindset, такой программу такую, где мы рассказывали школьникам о том, что такое проектное мышление, почему это важно. Дизайн мышления. Дизайн мышления – это все-таки решение проблем. А Project Mindset – это чтобы дети понимали, что школа – это проект. Жениться или там замуж выходить – это проект, это целый, ты думаешь, находишь, оцениваешь, то есть это не просто ты ради фонаря просто делаешь. Родить ребенка тоже проект. Это проект, то есть каждый процесс, отрывок своей жизни, он должен восприниматься как целый процесс, то есть процесс, который целостно имеет начало, имеет середину, имеет конец, то есть мы даже вот такое вот проводили мероприятие, то есть это целый. На тот момент было, конечно, понимание ниже. Сейчас у молодежи все очень динамично, очень быстро, потому что социальные сети, люди общаются очень много в социальных сетях и делятся идеями. Плюс, если говорить о городе, в городе на самом деле молодежь. Есть два вообще тенденции сейчас на самом деле. Есть те, которые вот идут на таран, вот есть такие, вот я обожаю таких людей, которые, несмотря ни на любой отказ, они просто идут, потому что верят в свою идею, потому что в один день все равно есть идеи, в которых тоже не верили когда-то, а сейчас они шикарные, работают. Например, есть те, которые просто ради фонаря, вот как вы говорите, фоткаться, там, я не знаю, там в социальных сетях светиться, что я такая тусовщица, я вот в умных рядах хожу. Например, вот такие тоже есть. Но, тем не менее, в любом случае это радует, потому что молодежь стала более смелой. Раньше, вот я сейчас даже сравниваю себя и с текущей молодежью, думаю, вот они смелые на самом деле. Я вот раньше там мама позвонить попросила, я боялась кому-то позвонить, что-то попросить или заказать что-то, а тут дети стартапы пичат. Это круто. На самом деле, эта экосистема развивается, над ним надо работать и дальше, чтобы люди уже научились проактивному мышлению, то есть доходили до бизнеса. Уже заработок, уже создание бизнеса, уже более такие, знаете, от фана переходить, ну, от таких развлечений, да, перейти на более такие четкие шаги бизнес-планирования, выхода на бизнес, то есть такой независимости, да. Мне кажется, самое главное, твоя работа должна приносить тебе удовольствие. Возьмите этого Илона Маска, да, то есть он всегда на фане. Как он продал эти огнеметы? Это же просто горелка для этого, кладки крыши. Он сделал аэродизайн, причем пишет, это не огнемет, но люди покупали как огнеметы. То есть все по фану. И это правильно, мне нравится, потому что молодежь занимается тем, чем хочет заниматься. Это надо любить, я же говорю, вот поэтому, и если тебя там отвергли один раз, два раза, ну это еще и человеческий фактор, да, то есть свой склад ума, тип личности и все прочее, но тем не менее человек, который горит, болеет за свою идею, он по-любому пойдет дальше, и это круто, что они потом заражают еще вокруг других. И вот эта культура заражать всех вокруг, ой, я вот делаю стартап, идем со мной, там, ой, вот мы делаем стартап, не хочешь присоединиться? То есть вот это развивает, то есть она заражает людей больше, больше, больше. И если еще это будет поддержано государством, как-то вот... оно должно быть поддержано государством?
На самом деле экосистема, она должна быть как-то мягкая, да, например, инвестиционный климат для того, чтобы привлекать деньги, там, я не знаю, налоговые свободные зоны. Мы говорим свободная зона в Худжанте, на самом деле это не свободная зона. Свободная зона, что она означает? Ты заходишь в инкубатор, и ты не платишь никакие налоги. Например, в Казахстане существует лондонское право, которое, например, любому стартапу до 2066 они не будут платить никакой от прибыли налог. То есть это называется поддержка. Что это значит поддержка? Это то есть всесторонне. То есть когда государство максимально поддерживает тебя при открытии организации. Ну да, бывает, человек провалился, закрыть, ликвидация, что очень страшная вещь, например. То есть вот эти мелкие саппорт, вот эта мелкая поддержка, она все-таки поддержка. То есть стартап это всегда звучит красиво, конечно, на самом деле стартап вырастет, он будет же хорошим слоем экономическим. Ну вот как определить образ стартапера? Давайте сейчас этот вопрос для, наверное, учителей, для родителей, которые у них видят, что дети на фане шкодят, но, возможно, это растет стартапер. Да. И нельзя это все глушить в него. Какой образ вот стартапера? Каким он должен быть, что должен уметь? Ну, понимаете, на самом деле говорить о том, что, вот, например, преподаватель должен распознавать стартапера, вообще поддержка креативного какого-то подхода родителей, преподавателей, школы и вообще образовательного этого сектора важно. Потому что в человеке нужно не вырубать и кубики резать в одинакового типа, а делать все-таки, потому что мы разные. То есть, если ребенок чем-то увлекается классно, и ты понимаешь, что это его сильная сторона, нужно ее и развивать. А у нас же как происходит? У меня даже в личном примере могу сказать, например, девочка, не знаю, хорошо креативит, она классно может стать графическим дизайнером, нет, говорят, она должна в мед идти. Например, камон, зачем такие вещи делать, например, да, вот нужно все-таки сильные стороны людей развивать. И родителям, и преподавателям, и вообще учебному заведению нужно это все-таки понимать. Да, есть дурь детская, и есть все-таки развлечения, которые вот приносят, ты понимаешь, что он завтра из этого сделает крутые вещи. У нас есть школьники, которые разрабатывают, кодят, такие продукты создают. Это разные вещи, да. Если ребенок просто танцует, там, я не знаю, какие-то вот эти, это просто хобби. А если это хобби можно трансформировать в какую-то деятельность, и ты понимаешь, что на самом деле это будет профессией в будущем, лучше, конечно, поддерживать этот момент. То есть нельзя выбирать дивергентное мышление, оставлять его? Ну да. Потому что школа и институт, они нас конвергентно. Да, они очень сильно, например, со школой, например, у многих так сейчас, да, у моего сына тоже такая же, вот у него не сильная сторона стихи читать, не может ребенок, двойки лепят только так. Но я для себя уже определила, что его сильная сторона это точные науки. Я преподавателю говорю, ставьте вы свои вот эти двоечки ему, потому что, не могу я его заставить и учить стихи. Его сильная сторона математика и IT, я знаю, что он куда пойдет. Я уже знаю это. И я вот эти стороны и развиваю. Надо все-таки взращивать то, что лучшее в тебе. То есть, да, не то, что ты вот... конечно, есть вещи, которые тебя может сделать лучше и сильнее, конечно, тоже нужно развивать, но тем не менее не надо рубить детей и их увлечение, которое может трансформироваться во что-то большее. И это все-таки для преподавателей, и для учебных заведений, которые на самом деле вообще не следуют никаким правилам. Преподавание современное может стать стартапом в нашей стране? Нужно во всех, вообще в зарубежных странах есть кружки стартапов, есть кружки по разработке, есть кружки по робототехнике. STEM. Вот это и есть, на самом деле, как вот амбассадор STEM, тоже я в IVLP ездила в США, и на самом деле Woman in STEM, и эта сфера, на самом деле, болезненная для меня, потому что, что мы делали в школе? Компьютеры, к которым нам нельзя было подходить. Извините, на самом деле это правда. Но сейчас, слава богу, все родители могут позволить себе, например, купить компьютеры дома, например. Большинство могут себе позволить в городе. Могут позволить, и дети так или иначе что-то там лепят, делают что-то. То есть это круто на самом деле. А в школах это должен быть какой-то, я не знаю, даже кружки. Мы все вот бьемся в Минобразование, чтобы постучаться, сказать, давайте мы вам поставим вот эти курсы программирования бесплатно, мы сами поставим все вам. Вы просто дайте нам добро для того, чтобы мы ваших детей отучили. Потому что мы понимаем, что вот школьная скамья – это самый гибкий народ. Его можно подготовить. То есть если... у нас же как получается? Вот ты девочка, ой, ты чё, зачем тебе IT? Тебе это не нужно. Иди ты замуж, выйдешь, все это вот там останется.
А на самом деле это не должно быть так. Все равны, они, особенно в школьной скамье, они все еще гибкие, их можно подготовить, может, крутые, может быть, дети оттуда будут выходить. Но так как он вот настроен, что он пойдет, я не знаю, в экономический, потом меня Тагам куда-нибудь устроит, или я уеду за рубежом в Россию, где-то в миграции, в настройке сидеть. Но вот это мышление, оно должно измениться. Вот звучит удручающе. Когда я говорила про активное мышление, на самом деле я имела в виду, чтобы население было готово к бизнесу, к чему-то новому, стремиться всегда к лучшему. Наоборот, да, проблемы, они везде есть. Камон. Всегда, если говорить о проблемах, потом так и будем сидеть. Ой, у нас вот здесь плохо, здесь плохо. На самом деле, надо улучшать то, что много уже проверок, есть. высокие налоги и так далее. И так далее. У нас тоже бывают проверки. На самом деле, просто вот фактор страха у наших чиновников есть. Заходит с ноги МВДшник, говорит, МВДшник, ну и что, а как? Какими судьбами к нам? Пожарная охрана, ё-моё, ну хорошо, ну ты нормально поговори. Например, такое тоже бывает. У предпринимателя такое тоже факторы есть, но у чиновников им надо, наверное, тоже все-таки свои компетенции один раз пересмотреть и посмотреть все-таки, в чем их задача. Это тоже есть, это будет, и дай бог это все начнет меняться, потому что люди, когда мышление меняется, фактор страха уходит, и люди начнут правильно все вести, даже в бизнесе. Мне кажется, это все уйдет потихоньку. А много ли девушек и женщин в Таджикистане, которые создали свои стартап-проекты? Мало девочек вообще в основном подают, но они подают в сферу, например, если мы говорим о перспективе моей сферы, то есть IT, здесь девочек мы прям вытягиваем, прям чуть ли не умоляем, идем, попробуй, у тебя получится, например, да, то есть слишком много мотивационной работы проделывается на самом деле, чтобы девочка все-таки пошла и села за программирование. У нас, например, курс программирования для девочек открылась. Со скольки лет? С 14. Да. Мы как бы отучили, 300 с лишним заявок было, поступили 30, 2 закончили. То есть ну, вот такого бывает, и, естественно, говорить о женском предпринимательстве вообще, на самом деле, сейчас радует то, что они хоть и пекарни открывают, хоть и открывают какие-то рукодельные деятельности. То есть, так или иначе, учитывая локальные факторы, люди идут на это. И, будучи один раз, я была в жюри в одном из акселерационных процессов, программ, и я прям была ошеломлена женщинами, которые с Памира, с разных дальнодоступных регионов пытаются делать бизнес, пытаются решить какую-то проблему определенного локального своего сегмента. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, именно в акселерате они поддержали одну женщину-предпринимателя, она чуть ли не Мургави живет в той стороне, она стала разводить яков. Яков? Да, на шерсть, потом на мясо на экспорт уходила. Ну, то есть она... Это круто. Я вот, кстати, в Accelerate Prosperity была, на самом деле, и я была поражена тем, что так это классно, что женщины вот уже стремятся к улучшению, и потому что, ну, это важно на самом деле, то есть развивать empowering, да, вот развивать женщину в том, что, потому что она все-таки будет развивать своих детей, она развивает комьюнити. Если мужчина, ну, я не буду так прям глубоко уходить, но если развивать женщину, она передаст этот опыт 2, 3, 4 человек, то есть вокруг себя. То есть это все-таки женский, материнский вот этот фактор, он все-таки не исключен. И мы передаем знания очень много, потому что, как будучи мамой, вот это все-таки в геноме заложено. Поэтому женщин развивать нужно, важно, и особенно в IT. Какие самые перспективные направления не только для женщин, в принципе, для стартапов в Таджикистане, вот по вашему мнению? Куда нам стоит развиваться? Куда идти? Медицина, образование, транспорт. На самом деле у нас все, что вы перечислили, они свободные зоны. Ну, транспорт так или иначе сейчас автоматизируется, смарт-сити. Но тем не менее у нас сфера электронного правительства, она свободная. Но Таджикистан, как по тенденции мы сейчас видим, у нас идет сфера сервиса в основном, кейтеринг, улучшение, то есть существующих процессов, это вот эти направления. Но мне кажется, все-таки у нас в будущем это будет, ну, дай бог, конечно, дойдем до всего этого, это все-таки услуга, сервисы будут, то есть международные предоставления сервисов. Вот я в это верю, прямо все. Это то же самое, что аутсорсинг, это то же самое, что аутстаффинг, это вот все, вот эта сфера будет развиваться наряду с, то есть это будет хорошим таким ресурсом, это будет тоже наподобие нефти, наподобие золота, то есть потому что быть аутсорсником это тоже очень хорошее направление, и оно будет приносить очень большие
средства в стране, если Нужен эту сферу только свет развивать. и интернет. Свет и интернет, который боль всего человечества в этом Таджикистане. Я думаю, нужны мозги, в первую очередь. Не, мозги мы уже делаем, мозги уже развиваются, и инфраструктура тоже необходима, понимаете? Да, я согласен. Без инфраструктуры иногда ты человека готовишь, а он выходит на рынок, хопс, ничего нету. И, понимаете, это тоже сложно. И он туда сильно очень обламывается и не хочет делать ничего абсолютно. Либо уезжает. Назови успешно таджикские кейсы, которые работают, зарабатывают и, возможно, даже экспортируют. Именно вот стартапы. Стартапы именно? Да. Если говорить тут IT, приведу пример, но есть еще те, которые, например, Forstay. Они тоже таджики, но они работают за рубежом. Forstay? Forstay. Чем они занимаются? Они занимаются размещением студентов, то есть предоставлением помещений, то есть для жилья в США. Но они его раскрутили, его очень классно в США, например, ну, таджики. Forstay, что Да. еще? В локальном рынке очень хорошо работают сейчас доставки. Биор, молодцы, прям вот вы просто слов нет, они смогли в ковид прям взлететь. Кто еще у нас очень? Ну, все те маркетплейсы, которые у нас есть на самом деле, они все тоже Alibaba, там очень много сейчас всяких маркетплейсов, которые работают. Я могу, например, своей компании сказать, что на самом деле ковид нас тоже очень сильно ударил, особенно Ильмхона, потому что у нас были офлайн-курсы, и нам нужно было за неделю перегруппироваться, поднять платформу для того, чтобы студенты учились, учитывая факторы с интернетом, со всеми сложностями. И плюс запустить вторую компанию для того, чтобы аутсорсить все тех, кого мы обучаем, и которых сейчас не нанимают, в ковид увольняют, они нанимают. Пытались их трудоустроить через взять тем, чтобы получить проекты. То есть мы попытались вот подняться. Мы даже иногда вот сейчас Beehive будет там 2 года скоро, но мы понимаем, что на самом деле, что за 2 года столько проектов сделали, и это, ну, сами себя иногда, нам надо самим себя иногда рефлектировать и все-таки себя похвалить за то, что мы делаем. Поэтому не получается на самом деле. Круто те стартапы, которые все-таки взлетели в период ковида. Респект тем, которые смогли выжить. Алиф улучшил свои качества работы, и сервисы их просто начали взлетать, например, потому что и это на самом деле большие достижения. Алиф Моби это тоже один из тоже внутри компании, это стартап. Это вот они сделали, и это шикарно. То есть таких компаний очень много. Можно назвать чемпионов, больше. 3 вот топ-чемпионов, даже, возможно, это будет некорректный вопрос. Это может быть конкуренты или даже сами вы. Ну, те, которые... Не, про себя я не могу, про нашу компанию мы не можем говорить, потому что это другое, да, например. Если говорить топ-топ, которые вот прям взлетели факторами ковида. Вообще, в Таджикистане на рынке вот те, которые были стартапами и не умерли на уровне идеи, теперь зарабатывают деньги. Даже не знаю, их много на самом деле. Потому что... Академия подкастов «Три медведя». «Три медведя», все. Слушай, это стартап? Ну, конечно. Мы запустились во время, прямо до локдауна, буквально за месяц мы начали, и потому что весь ковид мы работали. Я заметил одну особенность, она касается, наверное, всего бизнеса. Что-то хорошо получается, и потом вдруг набирается аудитория или клиентская база, и потом вдруг опять скатывается какое-то унылое состояние. У любой аппликации, у любого продукта, IT-продукта есть цикл жизни, да, например. У него все. Даже тот же самый Snapchat, который я вам сказала, например, в начале, когда его запустили, никто так особо не вникал, но потом резко человек стал в течение 2-3 недель, он стал миллиардером, например, скачки стали миллионными, то есть человек просто в один буквально период, отрезок времени взлетел, то есть, и потом все, люди перестали его использовать вообще. То есть это вот есть цикл определенный любого процесса, это нормально на самом деле, потому что если это entertainment, то есть сфера развлечений, в зависимости от сферы, да, еще. А есть сферы, которые фундаментально железно садятся хорошо. Вот Alif App. Думаете, он умрет? Нет, он не умрет, он улучшится наоборот. Потому что мобильная сфера, мобильные услуги, это уже каждый день, это наша вот ежедневная оплата, переводы, транзакции и так далее. То есть это то, что улучшится. Таджикистан через 10 лет, по вашему мнению, учитывая то, что сейчас происходит, то развитие на рынке стартапов, как он будет выглядеть? Подытожьте. Не знаю даже. Ну, на самом деле, если будет есть динамика... форсайт?
Если динамика, все-таки экономика, страна и госорганы начнут все-таки всесторонне поддерживать, создавать вот эту мягкую вот подушку для входа инвестиций, для инвесторов, для ангелов, регулятивные какие-то методы, то есть это все сделать, мне кажется, нам до единорогов недалеко будут единороги, хорошие причем будут. То, что ты сейчас перечислил, должно быть в этом случае... Да. Если все это все-таки довести до определенного, доточить, довести до этого мягкого подхода, сделать так, чтобы климат был удобным и приятным, благоприятным для стартапов, то обязательно рост будет колоссальным. Супер. Спасибо.